Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, руководство России, за ту поддержку и помощь, которая оказывается народу Абхазии. Мы вам за это безгранично благодарны. Сегодня хотелось бы обсудить ряд вопросов. Более подробный разговор будет в правительстве. Вот сейчас так вот несколько тем, на котором я хотел бы заострить ваше внимание. Уважаемый Дмитрий Валерьевич, Евгений Петрович, проблема, связанная с ковидом. Руководство Абхазии предпринимает максимум усилий для того, чтобы минимизировать последствия этой проблемы. Существенную помощь нам оказывает руководство России. Второй раз уже разворачивается военный госпиталь в Абхазии. Неоднократно к нам приезжали бригады врачей. Дважды мы получили вакцину, но вопрос вакцинации остается у нас острым. Мы хотели бы вас об этом проинформировать. В администрации президента об этом знают, в Министерстве здравоохранения об этой проблеме тоже знают. Нам нужно, если вы нас поддержите, получить очередную порцию вакцин в сентябре. Какой-то запас у нас остался, но он незначительный. Буду вам признателен, если вы в этом вопросе нам окажете содействие. Далее, в этом году, как никогда, у нас было несколько стихийных бедствий. Ураган и дважды подтопило населенные пункты, причем это такие масштабные были процессы. Я, например, такого не припомню. Вот в течение одного года мы сейчас завершаем работу по подсчету того ущерба, который, нанесла стихия. Для нас это существенная сумма денег. Я, как глава государства, говорю вам об этом. Это как бы вопрос и проблема, которая нами не прогнозировалась. И мы соответствующие обращения будем делать в правительство, в ведомство, и будем вам признательны, если вы нам окажете посильную помощь. Мы обсуждали вопрос в администрации президента, в Министерстве экономики. Нам необходима совместная, скажем так, выработана программа социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. Проект программы, он разрабатывается и в Кабинете министров Абхазии, и в Министерстве экономического развития Российской Федерации. Мы одну редакцию получили, сейчас мы работаем над этим. Откровенно говоря, я вот на что хотел бы ваше внимание обратить. Еще раз подчеркиваю, мы признательны за ту помощь и поддержку, которую оказывает Российская Федерация. Но существенных, скажем так, изменений в экономике нам достичь не удалось. Откровенно говоря, у нас достаточно высокий уровень безработицы, низкая относительно субъектов Российской Федерации заработная плата и так далее. Эту ситуацию надо выравнивать. Вы, наверняка знаете о том, что подписан договор в ноябре 2014 года руководителем Российской Федерации, президентом Абхазии. В рамках этого договора нам необходимо создать единую территорию социально-экономического развития. Единая территория социально-экономического развития предполагает сопоставимый уровень жизни. Да? Возможности нашей экономики вам хорошо известны, и нам без поддержки России, без инвестиций в инфраструктуру не обойтись. В последнее время, последние полгода, год, очень серьезный интерес проявляет бизнес к Абхазии, частный бизнес. Но частный бизнес вряд ли будет заниматься вопросами инфраструктурных проектов. Я бы хотел коротко перечислить то, что мы будем включать в нашу программу. Все это будет обсчитано, цифры могут оказаться внушительными, но этих цифр бояться не надо. Это то, что будет растянуто на несколько лет. Это то, что нам даст новое качество жизни, новый уровень жизни.
И лучших механизмов для гармонизации у нас просто нет. Когда люди будут заняты делом, когда они будут иметь определенный уровень достатка, это и будет говорить о том, что мы смогли сделать существенные вещи. Дорожная автомобильная инфраструктура. Она нуждается в серьезных очень вложениях. Участок дороги Псоу-Гагра, там уже пошли, скажем так, оползни, и дорога нуждается в серьезном ремонте. Участок дороги Гагра-Рица и далее до курорта Ватхара. Участок дороги Ткварчел, озеро Горное, Безымянное, очень красивое место. Это восточная часть Абхазии. Там участок примерно 22 километра. Вот нужно будет, Дмитрий Валерьевич, в следующий раз, когда вы приедете, у вас будет больше времени, мы обязательно туда поедем. И вы увидите, о чем идет речь. Это по своей красоте то, что может, возможно, даже затмить ущелье там, Рыцинское или Кудорское. Участок дороги Сухум-Кудор, там находятся у нас военные объекты, в том числе российские пограничные заставы, и 2 туннеля находятся в аварийном состоянии. Недавно во время паводка смыло мост, и военные подразделения остались без сообщения. Правительство приняло срочные меры. Мы приобрели среднеармейский мост, установили его в сжатые сроки, но это как бы не является решением проблемы. У горных рек нрав такой же, как у горцев, вроде бы спокойно, потом как вулкан в один прекрасный момент все взрывается. И для того, чтобы наши военные, чтобы не оказались отрезанными от большой земли, эти вопросы надо будет решать очень быстро, оперативно, и мы обязательно об этом напишем в нашей программе. Значит, острый вопрос стоит водоснабжения и канализации. При всем при том, что Абхазия является по водным ресурсам богатейшей страной мира, мы не смогли из-за изношенности инфраструктуры сделать так, чтобы вода в нужном количестве, в нужном объеме и в бесперебойном режиме была на тех объектах, на которых она должна быть. А с учетом того, что мы прогнозируем вместе с вами, планируем рост экономики, значит, потребность в этом ресурсе будет нарастать, и эту проблему необходимо нам тоже приступить к ее решению. Вопросы электроэнергетики. Евгений Григорьевич, вы о них знаете очень хорошо. Я на них не буду останавливаться, потому что мы кое-что уже успели сделать. Есть дорожная карта, которая нами подписана, и мы прилагаем максимум усилий для ее реализации. Единственный вопрос, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это создание технопарка на границе. Этот вопрос надо очень быстро решать, очень быстро, прямо в авральном порядке. Времени у нас совсем мало. У нас нет ни времени, ни денег, как говорится. Есть одно желание, энтузиазм, и надо будет действовать оперативно. Вот я хотел бы на это, чтобы вы обратили внимание. Далее, мы говорили об аэропорте, там тоже появились новые вводные. Нам пока эти вводные непонятные. Я, например, том 6 аэропроекта изучил неплохо. Сам я дорожник, дорожно-строительный факультет МАДИ заканчивал, и в этом вопросе немножко соображаю. И что могло измениться с апреля текущего года, я не могу понять, кроме того, что реально произошло повышение цен на металл, это имеет место быть, на какие-то строительные материалы, но это, наверное, в целом процентов на 40, может быть, на 50. Вот я недавно общался с главой правительства одного из субъектов Российской Федерации, и он сказал, что в правительстве было принято постановление повышения, значит, цен на 35%, по-моему, да? Но там мы немножко другую цифру изначально оговаривали, для того, чтобы не дать пищу кому-то, я не буду называть цифру, которую мы оговаривали, и ту, которую озвучили. От того, что не нужно, мы уходим. Что касается вот таких вот механизмов, как пограничный, таможенный контроль, это вопросы второго плана, может даже третьего плана. На это мы не будем тратиться, мы как-то без этого постараемся решить эти вопросы. Существенная проблема, о которой мы говорили и на которую я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, это режим работы на государственной границе. Вот вы обратите внимание, когда будете уезжать. Сейчас, значит, мы проезжаем, скажем так,
пользуемся какими-то механизмами, да, ускорения. Но на самом деле наши граждане, а границу по обе стороны пересекает 98% граждан Российской Федерации. Тратят огромное количество нервов летом, в жару. Это несколько часов. От этого надо уходить. Тем более у нас есть соглашение, которое регулирует вопросы взаимодействия наших пограничников. Тем более, что у нас целые пограничные городки на сухопутной границе с Грузией. Там великолепные пограничные городки. Как отели 4 звезды. Там идет служба. Мы договаривались, в договоре большом об этом написано, что мы усиляем тот участок государственной границы и снимаем на ПСОВ неоправданные, значит, административные механизмы воздействия наших граждан. На встрече с президентом Российской Федерации мы говорили. Я очень рассчитываю на то, что осенью такая встреча будет. Я буду информировать о том, что сделано. Ничего пока не сделано. Вот, надо, уважаемые друзья, это как-то себе отметить и в этом ключе действовать. Дальше. Вот в этом году возрос поток наших туристов. Вы знаете о том, что морского сообщения у нас нет. Это сообщение тоже каким-то образом надо налаживать. Железнодорожная инфраструктура очень серьезным образом изношена. Мы готовы рассматривать приемлемые взаимовыгодные условия совместной деятельности по восстановлению железнодорожной инфраструктуры. Те подходы, которые были там 5 лет тому назад, 10 лет тому назад, может быть, они кого-то не устраивали, и это, возможно, носит объективный характер. Руководство Абхазии понимает, что мы будем открывать свою экономику, особенно для российских инвестиций. Мы работаем на то, чтобы создать единую территорию. Значит, будут единые подходы. Вы знаете о том, какая работа ведется по гармонизации нашего законодательства. Все это должно вылиться в конкретные дела. Наши граждане должны увидеть, что мы сделали то-то, то-то, то-то. Ну, тем более наша железнодорожная инфраструктура, что касается железнодорожного полотна, понятно, там очень все плачевно. 11 туннелей, там около 150 искусственных сооружений. Но сами здания вокзалов – это преимущественно памятники архитектуры. Это, если вот отобраться, если абстрагироваться от экономического аспекта, а так вот на 5-10 лет заглянуть вперед, все это будет оправдано. И мы должны будем эти вопросы решить. И это нас волнует, это волнует нашу общественность, и мы рассчитываем на ваше понимание и поддержку. Вопросы газификации. В этом месяце, да, уже будет подписан первый документ. Это то, что мы будем в обязательном порядке реализовывать вместе с вами. Еще одна такая серьезная проблема – это проблема, связанная с утилизацией твердых бытовых отходов. Такая проблема существует. Вот эту проблему нам необходимо решить. Мы ничего не смогли в этом ключе существенного сделать за последние там, несколько десятков лет. Вот в этом году у нас в плане создания полигона, но это не решение проблемы, это частичное решение этой проблемы. Есть современные технологии, они там стоят денег. К нам обращалась компания российская, которая этим занимается. Мы документы вам перешлем. И в администрации президента они обращались, в Российской Федерации, там вроде бы тоже есть понимание. Конечно, мы делаем в экономике ставку на традиционные сферы экономики. Это, значит, туризм, сельское хозяйство субтропическое и ряд других направлений. Нам будет необходимо задействовать портовые какие-то активы. У нас практически там портовое хозяйство в очень плачевном состоянии. Так, да, Кристина Константиновна? Сейчас это нужно и в плане экономики, это нужно и в плане обеспечения общей нашей военной безопасности. Вы знаете о том, что постоянно здесь проходят учения. Сейчас турки пророют канал, значит, режим работы Дарданелл и Босфор будет другой. Значит, сюда через этот канал, если захотят, турки будут заходить любые корабли, любого водоизмещения. С учетом того, что мы практически граничим с страной, которая симпатизирует и хочет
в состав НАТО войти. Этот аспект надо иметь в виду, и ни в коем случае о нем нельзя забывать. Поэтому вот эта тема тоже очень важна, я просил бы это иметь в виду. Мы обязательно в программу развития этот вопрос тоже включим. В последнее время мы наблюдаем, и не только мы, многие обратили внимание на то, что очень эффективно работает налоговая служба в Российской Федерации. Вы там работали. Это связано с цифровизацией и с обеспечением современных подходов. Вот в этом ключе нам тоже необходима будет поддержка и помощь. Но у нас как бы в этом году, если все это сравнивать с прошлым годом или даже с доковидным 2019 годом, неплохие показатели по сбору налогов, но мы знаем, что у нас есть еще больше возможностей. Все это упирается в вопросы эффективного администрирования и контроля. Для этого нам нужна поддержка в плане технического нашего оснащения, техникой, программным обеспечением, всем тем новым, чем пользуется налоговая служба Российской Федерации. И еще один вопрос, на который я хотел обратить ваше внимание, это вопрос, связанный с восстановлением отдельных памятников христианской культуры. У нас их несколько сотен, но есть особо значимые памятники христианской культуры. Это Пицунский храм, это Афонский монастырь, это роскошный Моковский храм и роскошный храм в Агу-Биде. Это нужно увидеть. Это наследие не только граждан или Абхазии, это является наследием всего христианского мира. А вот здесь вот присутствует уважаемый Александр Николаевич Ткачев. Я его пригласил. Помимо того, что он большой друг Абхазии, помимо того, что он очень многое сделал для Абхазии, будучи губернатором Краснодарского края, Александр Николаевич реализует очень серьезный проект у нас здесь, в Абхазии. И те вопросы, с которыми он сталкивается, это вопросы, с которыми будут сталкиваться российские инвесторы. Перечень этих вопросов мы имеем. У вас будет детальный, значит, разговор в правительстве. Все, что нужно будет сделать для создания особо комфортных условий для инвесторов, это мы вам обещаем, мы это сделаем, потому что это работает прежде всего на благо народа Абхазии. Создание там одного рабочего места – это минимум 5 миллионов рублей, а в некоторых отраслях это 8-10. Это серьезнейшие финансовые вливания, и тут нам без инвесторов будет практически невозможно. Присутствие Александра Николаевича – это демонстрация отношения, моего отношения правительства к российским инвесторам. Это вот такой момент, я хотел бы его подчеркнуть. У нас есть один, он не такой масштабный, может быть, но тем не менее очень приятный пример реализации инвестпроекта в Восточной Абхазии, в моем родовом селе. Там в 2 этапа, это примерно 700 миллионов. Первый этап реализован, уже отдохнуло 7 тысяч человек, работает 197 человек, из них 23 человека граждане России, остальные граждане Абхазии. Заработная плата средняя около 34 тысяч рублей. В селе таких заработных плат в районе ни у кого не было. Плюс налоговые платежи и так далее. Мы прекрасно это понимаем. Это понимают наши люди, которые на себе почувствовали, значит, что значит иметь работу. И вот такое соотношение приглашенных специалистов и местного населения. Но это мы будем регулировать, потому что в зависимости от места, даже от многих факторов будет зависеть, но мы всегда в этом плане найдем взаимоприемлемые, взаимовыгодные решения, какое количество людей должно работать и кто под каким флагом там должен быть. Все, что я хотел вам сказать, я руководствуюсь симпатией, братским отношением к великой России и нашими договорами. Вот. В конце, по-моему, прошлого года, когда вы посещали Москву, после того, как вы были у министра финансов, вы приняли решение посетить Федеральную налоговую службу. Я тогда в качестве заместителя руководителя Федеральной налоговой службы как раз организовывал прием вашей делегации. И действительно, Даниил Вячеславович Егоров демонстрировал некоторые технические решения, которые Федеральная налоговая служба на сегодняшний день применяет, развивает. Они действительно являются одними из лучших в мире. Они дают очень высокий, с одной стороны, эффект фискальный, с другой стороны, они совершенно не
давят административно, бюрократически на бизнес. Это все делается за счет самых высоких технологий. Повышается собираемость налогов, очень серьезно снижается возможность ухода от налогов, повышается бюджетная обеспеченность. А это именно то, что нужно любому государству для того, чтобы чувствовать свою самостоятельность, экономическую независимость. И мы, вот, Российская Федерация, ее представители здесь подтверждаем нашу заинтересованность и готовность постепенно наращивать, расширять и укреплять наши связи, и обеспечивать вот ту самую независимость и экономическую безопасность братской Абхазии. Наш визит является продолжением налаженного сотрудничества в вопросах социально-экономического развития республики. Вы знаете, что уже очень многое сделано, и сегодня даже мы, пусть так быстро перемещаясь в сторону Сухума, но успели сделать несколько остановок, посмотреть некоторые объекты. Какие-то объекты действительно вызывают радость и гордость, да, за то, что в рамках предыдущей работы удалось перевооружить, кое-где даже вот, скажем так, очень серьезно усилить объекты и культурного наследия, и энергетической сферы республики. Где-то мы останавливались, понятно, что есть над чем работать, и понятно, что эти объекты, наверное, будут в первоочередном порядке попадут в наши следующие программы, либо будут дофинансированы в ходе выполнения тех программ, которые еще пока у нас продолжает идти. Скажем так, очень важно отметить, что экономики наших стран становится ближе. Товарооборот между нашими странами за первое полугодие этого года, по данным российской таможни, составил более 143 миллионов долларов, что на 43% выше, чем аналогичный период прошлого года. Понятно, что прошлый год был ковидный, там была низкая база, но тем не менее, если экстраполировать, мы уже перекрываем по темпам 2019 год, который был достаточно успешен с точки зрения нашей внешней торговли. Вы знаете, что активную работу проводят наши торгово-промышленные палаты, они организуют мероприятия, помогают бизнесменам находить контакты, заключать контракты. Вы знаете, что работает деловой совет российско-абхазский, тоже, мне кажется, там активная работа ведется, но если необходимо, мы придадим определенный импульс и в этом направлении. Очень важна для нас та активность, которую и те связи, которые устанавливает республика с отдельными регионами Российской Федерации. Безусловно, Москва является ключевым вашим контрагентом. Это и с точки зрения экономической, и с точки зрения культуры. С 2013 года функционирует Дом Москвы в Сухуме. Оказывается, очень серьезная работа по линии гуманитарной помощи. Но также мы знаем, что развиваются и крепнут экономические связи между бизнесменами Абхазии и бизнесом и Северо-Кавказского, и Южного федерального округа. Вот я точно знаю, что и Республика Крым, и Карачаево-Черкесия имеют такие отдельные, серьезные, устойчивые экономические связи, которые должны и будут развиваться. Ежегодно мы выделяем средства финансовой помощи на сбалансированность бюджета республики, на реализацию инвестиционной программы. Есть, вот к тому, что я сказал, что мы очень заинтересованы в том, чтобы эта помощь продолжалась, развивалась и даже увеличивалась. Что важно для нас? Нам важно, чтобы все, в первую очередь, народ Абхазии, в первую очередь бизнес Абхазии видел вот то, о чем именно сказали вы, что эти программы дают результат, что эти результаты видимы, что они ощутимы, что условия для работы инвесторов улучшаются, что объекты инфраструктуры, которые профинансированы, проавансированы, восстанавливаются, ремонтируются и функционируют. И это все будет являться очень важным, наверное, самым важным заделом и самой важной гарантией для того, чтобы мы с вами наше сотрудничество расширяли. Вот ту программу, которую мы сейчас с вами готовим, действительно, это новая серьезная веха. Вы абсолютно правильно указали приоритеты, которые в этой программе должны быть зафиксированы. Мы с коллегами тоже посмотрим, да, в свою очередь, ту версию, ту редакцию, которую вы нам представите. Но очень важно, вот мы с Кристиной Константиновной тоже обсуждали, чтобы в этой программе, помимо текущих историй, вот, правильно, инфраструктура, да, но это действительно долгоиграющая, серьезная, очень затратная история, в которую, безусловно, надо вкладываться, которую, безусловно, надо расшивать и укреплять.
Но нужны точки роста, нужны точки прорыва. Вот вы назвали одну из точек роста, я добавлю еще две, и мне кажется, это будет очень правильно. Они обязательно должны найти отражение в нашей новой версии программы. Первое, действительно, налоговое администрирование. Да, ваш интерес мне очень приятно, во-первых, что вы этот интерес проявляете. Я знаю, что Александр Золотинскович направил уже несколько, по-моему, месяц назад обращение на Михаила Владимировича Мишустина о том, чтобы безвозмездная техническая помощь в области налогового администрирования была оказана. Это предложение поддержано, и Министерство финансов, и Федеральная налоговая служба, и Министерство экономического развития получат соответствующие поручения. Я думаю, что в ближайшее время коллеги из ФНС выйдут на своих визави, может быть, будет визит какой-то, там, конференц-колл, обязательно будет обследована, ну, скажем так, вот, администрируемая среда, будут даны рекомендации, будет заключено соглашение, Российской Федерации будут выделены деньги для того, чтобы у вас будем над этими вопросами также работать. Вот, и я думаю, что благодаря вот той возможности, которую вы нам дали сегодня, приехать, проработать, пообщаться, посмотреть, какие у нас складываются результаты работы уже проделанной. Я надеюсь, что те какие-то шероховатости и вопросы, которые у нас есть, ну, мы их снимем, продвинем. В конце концов, все взрослые ответственные люди. Наметим работу на ближайшие несколько лет. И рано или поздно, я думаю, состоится наша новая программа. Вот. И не забываем, что у нас действительно к 2025 году очень серьезные, очень амбициозные с вами KPI выставлены, как сейчас модно говорить. Да? Доходы бюджета республики должны увеличиться на 60%, количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 25%, а зарплаты в экономике в негосударственном секторе должны подтянуться до государственного сектора. Ну, мне кажется, особенно вот там бюджетный обеспечен 60%, кажется, с одной стороны, очень амбициозной задачей, а с другой стороны, мне кажется, для этого есть все предпосылки. То есть, если вот мы объединим усилия по технологичному администрированию и по привлечению инвестиций, мне кажется, все в наших силах и все вполне реализуемо. Проблема инфраструктуры, она имеет критичное значение и для развития экономики республики, и для обеспечения комфортной жизнедеятельности ее жителей. И здесь мы с вами ведем давнюю работу. Мы неоднократно встречались и на нашей площадке, в том числе с вице-премьером Новаком, обсуждали пути решения тех проблем, которые, к сожалению, пока присутствуют. А проблемы, они очень простые. Вот та тотальная недофинансированность инфраструктуры, в первую очередь сетей электроснабжения, сетей водоснабжения, водоотведения, привела к тому, что сейчас, по сути, система энергоснабжения находится на грани своего нормального функционирования, и непринятие каких-то критически важных инвестиционных решений по модернизации системы, оно, конечно же, приведет к очень, во-первых, сильно затормозит развитие экономики республики и приведет, конечно же, к нежелательным социальным последствиям. В этом плане мы с вами в нашем понимании находимся на одной волне, что говорится, и тот план действий, который в рамках гармонизации законодательства, в рамках тех пилотных проектов, которые мы сейчас реализуем, он, я надеюсь, приведет к тем быстрым победам, которые нам сейчас с вами нужны. Что мы делаем и для чего мы с вами делаем? Конечно же, вопрос болезненный, в первую очередь социально болезненный, это тариф. И здесь нам нужно принимать взвешенные решения. Мы понимаем, что только за счет тарифа можно обеспечить поддержание, реновацию тех сетей, которые, к сожалению, серьезно изношены и на территории республики находятся. К сожалению, у нас в сети долгое время не вкладывались деньги, и то, что сейчас там происходит, это ремонт и поддержание по остаточному принципу, и те небольшие инвестиции, которые идут, конечно же, они не закрывают всех проблем. Это вопрос собираемости. К сожалению, помимо того, что тарифы, наверное, не обеспечивают покрытие
фактических затрат на эксплуатацию сетей, у нас низкая собираемость, и подтянув эти два вопроса, мы, конечно же, сможем инвестиции направить в развитие сетей, в первую очередь в распределительный комплекс. Если сети высокого класса напряжения мы с вами в рамках адресной инвестиционной программы как-то подтягиваем, реконструкция идет, но, к сожалению, это обеспечивает, наверное, в первую очередь такую транзитную часть, а потребители конечные мало чувствуют ввиду большой изношенности распредсети. И эта реновация необходима. Как я уже сказал, мы магистральные сети помогаем реновировать, в частности, повышаем пропускную способность линии Очегвара, которая основную электроэнергию из Сенгургэс поставляет в республику. Мы надеемся, что к концу года, к началу следующего года при участии наших специалистов мы закончим реконструкцию этой сети, пропускная способность повысится от 280 до 330 мегаватт, и это существенно позволит проблемы с дефицитом мощности, в том числе решить, и дефицитом пропускной способности. Мы реализуем пилот, все договоренности есть. Здесь Кристине Константиновне спасибо большое за активную работу, которую она ведет по установке приборов учета с долгосрочной отсрочкой платежа. То есть это тоже очень интересно. Мы говорим, что давайте посмотрим, реализуем проект, и с учетом его окупаемости вернем те инвестиции. Не требуется ни от Российской Федерации, ни от Республики единовременных больших вложений в капекс. Надеемся, что этот пилот поможет нам понять вот эти подходы и дальше распространить на всю территорию. Ну и, конечно же, большой вопрос – это добыча криптовалюты. Здесь вы совершенно правильно акцентируете внимание на необходимость легализации этой деятельности, от этого мы куда не денемся. И тот технопарк, о котором мы с вами говорим, и реализацию которого сейчас отрабатываем, я думаю, что до конца года это нам по силам сделать. Остались все технические моменты решены, остались вопросы купли-продажи электроэнергии, возможности поставок напрямую с Российской Федерацией. Это мы обсуждаем. И я надеюсь, что этот технопарк будет запущен, и основные эти потребители, которые больший объем потребляют электроэнергии, они туда смогут быть переведены, и за счет них, в том числе, за счет более повышенного тарифа для них, можно будет перекрестным субсидированием тоже субсидировать развитие сетей в Абхазии. Второй вопрос, тоже вы о нем сказали, и там мы движемся хорошими темпами, это газификация. Все соглашения готовы к заключению, все поручения, в том числе нашего президента, выданы, и я думаю, что этими темпами мы через 10-12 месяцев выйдем на заключение соглашения между Российской Федерацией и Абхазией по порядку газификации, по условиям и по возможностям. Из таких вопросов, которые требуют немедленного решения, вопросы дефицита светлых нефтепродуктов, сегодня обменяемся буквально протоколами соответствующими, те потребности дополнительные, которые вы попросили в рамках поставок беспошлинных, мы покроем и поставим. Ну и, конечно же, самый главный вопрос – это подготовка к осенне-зимнему периоду предстоящему. Это тот энергодефицит, который мы с вами совместно прогнозируем, может появиться. Здесь тоже ищем пути решения. Нестандартная ситуация. К сожалению, эта деятельность по майнингу, она достаточно существенные нагрузки на энергосистему возлагает, и она нас немножко заставляет держать в тонусе весь сетевой комплекс и все остальное. Здесь мы, с одной стороны, оказываем всю техническую поддержку, есть договоренность, что наши специалисты при первой необходимости всегда
значит, помогают своим коллегам из РУП «Черноморэнерго» как методологически, так и силами и средствами. И здесь, поверьте, мы вас не бросим. И даже при каких-то развитии неблагоприятных явлений, в том числе погодных, да, мы тоже это ощущаем, у нас тоже там проблематика большая. Мы там поможем с восстановлением и обеспечением бесперебойного энергоснабжения. С точки зрения там доп. Поставок, тоже с Кристиной Константиновной отрабатываем этот вопрос. Правительство Российской Федерации в курсе текущей проблемы. Ну, смотрим пути решения. Я надеюсь, тот план мероприятий, который у нас с вами значит, подписан и реализуется, он позволит как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе прийти к тому, что республика найдет экономические механизмы поддержания отрасли и функционирования не только за счет помощи Российской Федерации, но и за счет внутренних инвестиционных ресурсов.